Своя студия звукозаписи должна появиться у Чувашской государственной филармонии. В помещении также определили место под малый зал для проведения камерных концертов. Сейчас идет полная реконструкция здания. На каком этапе находится строительство и когда подрядчики планируют завершить работы, расскажет Екатерина Храмкина. Реконструкция филармонии ведется в рамках национального проекта «Культура». Последний подрядчик, организация «Спецстрой» из Санкт-Петербурга, заключила контракт на ремонтные работы и закупку оборудования для учреждения культуры на 149 миллионов рублей в прошлом году. И должна была все завершить ко Дню Республики. Однако в связи с пандемией коронавируса графики сдвинулись, поскольку сразу несколько поставщиков подрядчика приостановили на время свои производства. Сейчас эти работы возобновлены. И в части, касающейся изготовления механики сцены, и в части, касающейся витражей для нашего фасада, и в части, касающейся автоматики лифтов, работы возобновлены практически на всех предприятиях. Поэтому мы ожидаем, что эти поставки завершатся в течение 2 месяцев. И, в общем, проблема будет снята. На сегодняшний день было поручение подрядчику усилить работу, привлечь субподрядные организации для ускорения работ. В принципе, качество работы сейчас удовлетворяет нас полностью. Пока же выполнена лишь 5-я часть всех работ. Однако строители и власти республики уверены, что смогут уложиться в новые сроки. По поручению в Рио главы Чувашии Олега Николаева разработана дорожная карта завершения затянувшейся реконструкции. Сейчас уже облицевали керамогранитом нижнюю часть здания, заменили систему канализации и водоотведения, установили противопожарные двери, приступили к благоустройству территории, определили и поставщика оборудования для сцены и концертного зала. Зал сам вот такой вот представляется. То есть мы сделали его как бы двухсветным, да? То есть мы объединили два этажа, убрав перекрытие. То есть объем зрительного зала увеличился 2 раза. Балконов? Да, балкон запроектирован. Далее увеличили сцену, выдвинулись сюда, то есть для того, чтобы большие оркестры могли поместиться на сцене. Да. Здесь запроектированный механизм, позволяющий сделать смену декораций, смену оборудования музыкального, инструментов, смену артистов, то есть подъемные механизмы заложены. Я думаю, что здесь будут все условия. Во-первых, вот стоянка на 100 автомобилей. Люди смогут подъехать, оставить машину. Раньше это была большая проблема. Вдоль дороги стояли автобусы. Сейчас этого не будет. Зал очень удобный. Всем будет видно, слышно. Поэтому я думаю, что вообще концертные программы, они поднимутся на совершенно новый уровень. Самим артистам, по словам Николая Казакова, не терпится поработать в обновленном здании и испытать все технические новшества, которые здесь появятся. По контракту генподрядчик должен закончить реконструкцию учреждения культуры к 21 октября. Но в планах завершить все работы на 3 недели раньше намеченного срока. Екатерина Храмкина, Игорь Зверев, Вести Чувашия.